Здравствуйте, Аргур Рафетович. Сегодня день начала войны, 14 августа. Как мы знаем, 31 год назад началась Отечественная война народа Абхазии, с того, что сюда зашли войска Госсовета Грузии, и все это началось. И именно в этот памятный день, День памяти и скорби, мы хотели бы поговорить с вами, как с непосредственным участником этих событий. Расскажите, пожалуйста, вот как вы вспоминаете конкретно именно этот день, какие были настроения, вообще как вы услышали эту новость? Добрый день. В этот день, 14 августа 1992 года, я находился у себя дома в деревне, в селе Багмаран. Но задолго до войны, более года, я наблюдал, и все село наблюдало, как вертолеты летали постоянно по району и раздавали оружие. Этим непосредственно занимались руководство МВД Абхазии в лице Ламинадзе и Ломинашвили, это министр и его зам. Они по селам грузинскому населению раздавали оружие. Но в этот день прямо над моим домом постоянно стали пролетать вертолеты. И я понял, что что-то случилось. И, конечно, все мы знали, что это неминуемо, все мы готовились к этому. Почти большая часть абхазского населения была готова к войне, морально была готова к войне, но всегда этот фактор войны, он всегда неожиданный. Конечно, для всех стало неожиданностью то, что именно в этот день все началось. Но я должен сказать, что, конечно, события сами, вообще вся история нашего народа, она вела к этому дню. Это и 47-й год, вы знаете, Абхазское письмо, это и 30-е годы, когда наш народ был загнан в угол, когда были закрыты абхазские школы, это когда была создана организация Абхаз-Переселенстрой, и сюда массово стали переселять грузин. Эту историю я хорошо знаю от своего отца, от своего деда, потому что это непосредственно происходило в моем селе. И мои родители это воочию сами видели, и все это нам пересказывали. И затем, конечно, это резко увеличило население, крен в сторону грузинского населения. И, конечно, на биологическом уровне уже шла война. С 30-х годов мы, когда изучаем эти вопросы, мало внимания уделяем вообще биологии, существования биологических существ. Когда чужеродный этнос, и когда сегодня мы принимаем те или иные решения, мы должны понимать, когда чужеродный этнос начинает превышать 20% от коренного, начинает происходить война на биологическом уровне. И она где-то в головах и в мыслях, да, людей в этом? Нет, ее еще в головах нету, но сам организм начинает этому сопротивляться. Оно сидит где-то на подсознании, человек его еще не понимает, не осознает. Ведь большая часть нашего населения всегда считала, что грузины наши братья, что это хорошие люди. Ну, пришел там с Тохой, спашет мой огород, он же хороший человек. И многие ведь давали свои участки земель, свои участки отдавали им. И приветствовали их приход, не понимая, к чему это может привести, искренне не понимая. Ведь после махаджирства большая часть территории Абхазии была свободна, она опустела. И то, что кто-то его заселял, и даже сегодня я вот слышу, много сел пустых, а что если кто-то заселится? И от многих абхазов это слышу, к сожалению. Они не понимают, они не знают историю. Точно так же Абхазия была опустошена после махаджирства, после исхода абхазского народа, вынужденного исхода из Абхазии, приход других
Это грузины, это армяне, это греки. И наши абхазы приветствовали, многие абхазы. Я не скажу об интеллигенции, которые тогда, тоже Семен Басарий, и многие другие, и Нестор Лакоба, и Ешба, они предвидели эти вещи, они говорили, что надо этому сопротивляться. Но вы понимаете, это диктатура Сталина, против нее никто не мог бороться. Мы могли робко только сопротивляться, робко. Но вот это сопротивление, оно из года в год нарастало, и оно завершилось войной 92 года. Война была неизбежна. Пусть никто не скажет, что возможны были какие-то переговоры или мы могли найти общий язык с грузинами. Это невозможно, потому что это все уже у нас в мозгу, на подсознании. Наш организм оказывает сопротивление этому засилию, и пока человек способен к сопротивлению, он будет этому сопротивляться. Такова сущность человека, любого организма. Когда в лесу много волков появляется, волки начинают поедать друг друга, потому что должен быть баланс. Вот сколько зайцев, то есть еды для волков, столько должно быть волков, то есть везде должна быть симметрия. Иначе начинается война между особями. Точно так же это можно перенести на человека. Человек такое же биологическое существо, как и любое животное, только единственное отличие: у человека есть еще сознание. Тугур Рафетович, очень интересно сказали об истоках, вообще, скажем так, этой войны, конфликта. Но вот интересный момент, и я бы хотела бы на нем заострить внимание, когда вы сказали, что вот даже дед и ваши, скажем, родители рассказывали вам о том, как происходило заселение, да, вот даже конкретно в вашей деревне, да, вот откуда вы родом. Вот мне кажется, это было бы интересно знать, вот что конкретно происходило, особенно вот для нашего поколения и тех, кто даже младше, что происходило, вот, если вот конкретные примеры брать. Ну, первые переселенцы в нашем селе появились сразу после махаджирства. Это конец 19-го, начало 20 века. Но их количество было небольшое. Это были люди, которые сами в поисках счастливой жизни искали другое место обитания и проникали тихо, вот приходили с тохами, кому-то там пахали, кто-то там скот пас и так далее, приезжали в Абхазию, и здесь они обосновывались. Но массово это пошло, вы знаете, в нашем селе это, значит, после войны, после Второй мировой войны. Хотя мы знаем, что Абхаз-переселенстрой был создан в 1934 году, но в нашем селе тогда уже жили греки. Основное население нашего села были греки. И в одночасье всех греков выселили в Среднюю Азию, и в их дома заселили грузин. Буквально через несколько лет, 2-3 года, эти грузины тоже не хотели сюда приезжать. Вот это массовое, когда заселение пошло, их самих тоже никто не спрашивал. Их тоже оттуда брали, самые бедные слои населения, и переселяли в греческие дома. Это картина своего села, я рассказываю, как происходило это в нашем селе. И на все готовое. Греческий скот ни один абхазец не тронул, ни одну корову, ни одну лошадь греческую. Все это досталось новым переселенцам. Когда они пришли в себя, уже через 2-3 года они уже стали говорить, что вот если мое село, название моего села идет от барбовцы, там жили, от фамилии Барба, Багаркет, то буквально через несколько лет они начали говорить, что это Баги-Марани. Понимаете, нашли созвучие и начали. Баги-Марани – это там, где хранится вино. И вот так они везде стали на свой лад переиначивать все названия. Даже город Сухум, который идет от турецкого, да, песок и вода, они стали называть Сухуми, добавили букву «и» на свой лад, и так они стали переделывать
все села и населенные пункты Абхазии. А Чамчира они стали Чамчири, там, понимаете, добавив букву И на грузинский лад. И это все, конечно, не могло не сказаться на честолюбии нашего народа. Потом на втором этапе они стали закрывать школы, все заставляли всех говорить на грузинском языке, могли посадить за то, что ты разговариваешь на абхазском языке. Председателем колхоза у нас назначили человек, который пас свиней в Зугдитском районе, пас свиней. Ну, аналогично, директор школы был его же уровня. Абсолютно даже педагоги не имели никакого образования, педагоги школ в селах. Это практически во всех селах так было. Необразованные люди, которые не знали русского языка, это делали специально, чтобы языком общения стал грузинский. Они знали только грузинский, с детьми начинали говорить на грузинском языке. Конечно, дети оказывали этому сопротивление, как они могли, а могли они это делать только на улице. Начинались драки на улице, дворовые драки, драки в автобусах, и везде, в быту мы начинали уже оказывать им сопротивление, которое, естественно, оно переросло в политическое сопротивление. Адгур Рафетович, давайте теперь вернемся к самому дню начала войны, 14 августа. Вот вы сказали, что в принципе было понятно, что даже видели и понимали, что раздают оружие, что все это происходило и до этого дня, и было понимание того, что война все-таки будет. Но вот когда случилась сама война, и она началась, и приехали сюда вот, колонна, вот, какова была реакция людей, знакомых? Какие были первые действия? Что вот предпринималось? Но я вам должен сказать, что с приездом сюда Владислава Григорьевича Ардзенбе аналогичные вещи стали делать и мы. Значит, с помощью форума Владислава Григорьевича по возможности начались сборы средств, собирали все, кто занимался бизнесом, ежемесячно собирали какие-то суммы, и покупалось оружие везде, где это возможно было. Создавались, хоть и небольшие, но какие-то отряды. Я знаю, неплохой отряд был создан в селе Адзюбже, был создан отряд в селе Тамыш, в Ткварчели, ну и во многих селах Абхазии. Пусть это будет 15-20 человек, такие отряды везде создавались. Потом вы знаете о том, что первый полк внутренних войск, который стоял в Ачадарах, Владислав Григорьевич сумел забрать, и на этой базе мы стали готовить подразделения для того, чтобы оказать сопротивление. То, что в воздухе пахнет войной, пусть никто не скажет, об этом знали все. Все, кроме тех, кому была безразлична Абхазия. Кроме них, все знали, что это неминуемо. И мы, естественно, как могли, конечно, маленькая Абхазия, которая традиционно, я даже помню, когда был мальчиком, если кто-то на рынке продал яблоки, над ним смеялось все село. То есть мы не знали, что такое бизнес, и считалось это зазорным заниматься бизнесом, поэтому возможностей было очень мало. Если грузины даже в советское время создавали какие-то цеха подпольные, всегда там были богатые люди, то среди абхазцев в советское время богатых не было. Потому что у нас было другое воспитание, не связанное с бизнесом, не связанное с коммерцией. Абхазцы всегда считали, что человек должен жить духовной жизнью, что и прекрасно. Другое дело, насколько мы сегодня это можем сочетать с реалиями, с капиталистическими реалиями, это уже другой вопрос, другая тема. Но на момент войны таких людей, способных зарабатывать деньги, готовые были помочь своей стране, было не так уж много.
Но все, кто имел какую-то возможность, они отдавали все, что имеют, для того, чтобы предотвратить войну, чтобы наш народ мог оказать какое-то сопротивление. И очень хорошо, и это нам очень сильно помогло. Очень сильно помогло остановить врага вот в пределах Сухума, хоть город был издан по тем обстоятельствам, что здесь могло линия фронта такая, она слишком длинная и слишком широкая, вернее, и здесь большое грузинское население внутри, в тылу у тебя, поэтому город был сдан, но по Гумисте мы сумели благодаря этим силам выстроить линию обороны. И на Восточном фронте те подразделения, которые были расположены, в частности, в Гулирипшах, там находился спецназ и подразделение под названием Катран, они ушли в Ачимчирский район, и на этой базе они смогли оказывать сопротивление. Пока не была налажена переброска оружия из Западного в Восточный фронт, вот эти подразделения, вокруг них создавались подразделения, и они сыграли очень большую роль для нашей победы. Должен сказать, что на заводе «Заря» уже начали, в Корчале на заводе «Заря» перед войной уже начали выпускать стрелковое оружие, кустарного производства, пистолеты, автоматы, гранаты. Из Нурсов, привезенных из Южной Осетии, делали гранатометы. И это все, конечно, очень сильно помогло на первое время остановить врага и стабилизировать фронт. То есть, как я понимаю, все-таки это была довольно серьезная подготовка, которая привела к тому, что вот такого блицкрига, который ожидали, вот что за 3 дня возьмут всю Абхазию, не позволило этому случиться то, что все-таки была какая-то подготовка, правильно? Конечно, безусловно. Да. Безусловно. Я иногда удивляюсь, когда даже по телевидению, когда люди говорят, мы ничего не знали, ничего не видели, я не могу понять, а где же они находились? Ведь грузины ни раз, ни два проникали, якобы там хотят на псов выпить воду. Вы помните? Нет, кстати. Ну да, небезызвестный министр обороны Грузии сюда приезжал. Мы на Ахуре его остановили, наше подразделение, в котором я тоже участвовал. На посту Ахуре, да? Да, на посту Ахуре, там стоял пост из наших военных. Мы их остановили, там не дали дальше пройти. И он сам приехал в Кардзенберг, где ему было сказано, что дальше идти нельзя. Много таких вещей было. До этого один раз мы остановили по каналу, было и такое. То есть, да, оно по количеству, может, небольшое, но энное количество людей было подготовленных военных, которые могли, на базе которых дальше было создано Министерство обороны. На этой основе мы дальше развивали свои вооруженные силы, и это позволило нам остановить врага и организовать мощное сопротивление и выиграть эту войну. Не было бы это, они, конечно, прямиком дошли бы до псов, и никакого сопротивления мы не смогли бы оказать. И в этом большую роль в нашей победе сыграли 2 вещи. Это личность Владислава Григорьевича Ардзенбе, в которого народ поверил, которого позвали. Ардзенбе не хотел в Абхазию ехать. У него была хорошая работа. Он прекрасно себя чувствовал в Москве, был проректором Института Востоковедения. Это непростой институт. И наша интеллигенция дважды ездила к нему с просьбой вернуться в Абхазию и возглавить Республику Абхазия. Большую роль в том, что он вернулся, оказал Борис Викторович Адлибе и наша интеллигенция, которая в большом количестве не раз
не два, ездила к нему и просила вернуться. И он оправдал доверие нашего народа, вокруг него сплотились все бойцы. Ни один человек за всю войну, я ни от одного бойца не слышал, что вот мы можем проиграть. Даже мысли о возможности проиграть ни у одного бойца не было. Потому что мы верили в свое руководство и верили в свои силы. Отлично, спасибо большое. Еще хотела бы задать вопрос, насколько вот 15 августа у нас считается Днем добровольцев, да? Мы знаем, что это дата, когда огромное количество людей, наших братьев, адыков, кабардинцев, абазин, Северного Кавказа, чеченцев, пришли, чтобы поддержать нас. И вот этот фактор, как вы оцениваете? Это невозможно переоценить. Конечно, самое главное, они дали моральную поддержку. Была сильная моральная поддержка. Наш народ почувствовал, что мы не одиноки, что за нами стоит весь Северный Кавказ. Я должен сказать, что когда некоторые кичатся своими заслугами перед Абхазией, я имею в виду жителей Абхазии, которые внутри Абхазии, это не совсем так. Это так, но не совсем так. А основную роль сыграл Северный Кавказ. Основную роль. Конечно, наряду с абхазским народом, я имею в виду. Основную роль. В первую очередь моральную, во вторую очередь. До марта, до окончания мартовской операции, все оружие, которое мы получали, мы привозили из Чечни. В трудную минуту, в первую очередь, к тебе приходит твой брат. Мы никогда не должны забывать, что наши братья только на Северном Кавказе, не где-либо еще, что все народы Северного Кавказа являются нашими кровными братьями, и когда-либо, что бы ни случилось, я уверен в том, что они всегда будут стоять рядом. В течение всей этой войны, которая длилась год с небольшим, были ли все-таки, вот вы сказали, что, как вам кажется, каждый боец верил в победу, но были ли такие, скажем, все-таки моменты отчаяния? Моментов отчаяния у бойцов никогда не было. Никогда. Даже после мартовской операции не было. Это была самая тяжелая операция, где наши карты лежали на столе у грузин. Было прямое предательство со стороны тех, кто пришел якобы помогать Абхазии, но на самом деле они предали нас, отдали все карты грузинам, и была задача, совместная задача тогдашнего руководства России и Грузии взять Абхазию. Россия хотела отдать Абхазию для того, чтобы она думала, что тогда Грузия полностью будет принадлежать России. Но они обманывали себя. Я подчеркиваю, это делали тогдашние руководители России. Они целенаправленно это делали, и делали до 2000 года. Это продолжалось, вы знаете, и после войны была нам объявлена блокада. Сюда не пропускали ни продукты питания, ни бензин, ничего. Мы не могли брать с России, даже мужчин совершеннолетних до 60 лет не пропускали в Россию. Это наша история, мы не должны это забывать. Но среди бойцов, несмотря на все эти трудности, никогда никто ни разу не сказал, что нам надо сдаться, что нам нельзя воевать. Да, были среди нашего народа бывшие партийные работники, я не говорю, что все, но многие, я бы даже сказал, подавляющее большинство партийных работников, которые говорили нашему руководству, что Ардзинба нас погубит, что нельзя оказывать сопротивление, нас мало. Подсылали к нему стариков и так далее, но, к счастью, Ардзинба их не послушался, и он всегда опирался на бойцов, на молодежь, которые держали в руках оружие. Но я должен подметить, что не все партийные работники такие были. Были, допустим, я знаю,
что Саид Теркел прекрасно всегда вел себя как патриот Абхазии, Лёва Шамба. Ну, сейчас всех не буду называть, но таких людей было много, которые и до войны много делали для того, чтобы Абхазия выстояла, и во время войны очень много делали, используя свои связи в России, очень много делали для Абхазии. Борис Викторович Адлиба, который первый подписал абхазское письмо, показал пример того, каким надо быть, несмотря на то, что он был партийным главой республики, главой партии Абхазии, первым секретарем обкома партии, зная, что он потеряет все, свою карьеру и так далее, он первый в Лыхнах подписал, я там присутствовал, подписал это письмо. Такие люди, конечно же, были. Но были и такие, которые не потому, что они были предатели, а потому, что они не верили, что мы можем выиграть эту войну. Да, я думаю, что, в принципе, обывателям, да, было, возможно, сложно в это поверить в самом начале, когда ты в отчаянии, я имею в виду даже не тех, которые стояли на передовой или на фронтах, а просто жили обычной жизнью, были там обычными людьми. Это тоже можно, мне кажется, понять. И другой, немножко зеркальный вопрос, именно в год войны, когда вам кажется, что не только люди, которые стояли с оружием в руках, но и большая часть, скажем так, абхазов почувствовали, что как раз наступил перелом, и вот точно победу стоит ждать. Как вам кажется, был ли вот этот момент, я не имею в виду тут бойцов, а вообще вот был ли какой-то такой этап во время войны, когда было понятно, что победа близко? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что конкретно происходило среди стариков, там где-то в селах и так далее, потому что я почти с ними не общался. Я общался с бойцами все время, всю эту войну, и я не видел, что какой-то перелом был в плане того, что вот мы почувствовали, что выиграем. Нет. Никогда не терялась вера. Даже когда грузины стояли в Гаграх, всегда мы были уверены в победе. Всегда. Понимаете? Вот когда шла Гагрская операция, на Гумесинской линии обороны, тогда она так называлась, находилось всего 180 человек. Но ни один человек из 180 человек не думал о том, что из Сухума сейчас может пойти наступление, и что они не удержат эту линию обороны. Такой мысли ни у одного человека не было. Оно не возникало, настолько мы верили в себя. Вот сейчас бы так. Сейчас бы так верить, всегда необходимо верить. Потом приходит победа. Верить в то, что мы экономически выстоим, что мы построим государство. Нам надо в это верить. И я удивляюсь, когда мне кто-то вот с сомнением говорит, а сможем ли мы? Конечно же сможем. Да мы выиграли такую войну. Как мы не сможем? Экономически выиграть – это выиграть самого себя. Просто нам надо понять, что вот это мы сможем спахать, посеять, вырастить. Неужели это так сложно? Почему есть элементы сомнения? Не должно их быть. Пока есть сомнения, нам всегда будет тяжело. Да, после мартовской операции мы стали, если планы боевые, те, кто нам помогал, мы всех отсекли. Мы с ними делали одни планы, а наш генеральный штаб делал второй план, по которому мы действовали. И мы сразу пошли в наступление, вы помните, сразу взяли Гуму, взяли Шрому, и оттуда сверху пошли, и дальше взяли Сухум. То есть после этого, после того, как мы самостоятельно, вот тут тоже я хочу подчеркнуть, до тех пор, пока в составление наших планов вмешивались наши недруги, были неудачи на фронтах. Но как только мы сами стали это делать, у нас были одни победы. Одни победы. И сегодня не надо на кого-то опираться, не надо думать, что тебе кто-то поможет встать на ноги. Мы всегда должны опираться только на себя.
И война это показала. Вся история нашего народа. Никогда в истории Абхазии, а ведь здесь всегда происходили войны. Всегда. То Рим придет, то Греция, то Турция, то арабский халифат. Кого только здесь не было. И во всех ситуациях абхазцы выживали. Наш народ выживал. Более того, он всегда сохранял свою государственность. Да, то она на одном уровне была, то на другом уровень государственности. Но при этом эту государственность Абхазия никогда не теряла. А сегодня, когда мир так открыт, столько вещей, которые технологически тебе позволяют развиваться, сегодня неужели нам не хватает чуть-чуть веры в себя, и мы все сделаем. Иначе зачем наши люди погибли? Зачем они погибли? Они же все верили, все как один верили в хорошее будущее нашего государства. Они верили, что Абхазия будет процветать, что все абхазы будут любить друг друга, и что все, кто с нами живет, будут нам завидовать тому, что мы такие люди, что мы хорошие люди, понимаете, что мы общительные, что мы коммуникабельные. Адгур Рафетович, и предвосхищаю будущий праздник, я имею в виду 30-летие Победы. Во-первых, хочу заранее поздравить вас, и хотелось бы узнать у вас, что бы вы могли пожелать ветеранам войны, а может быть и народу Абхазии, и всем нам, в этот очень важный для нас праздник и дату. Я хочу всех поздравить, жителей, граждан Абхазии, всех, с тем, что эта война, это плохо, это сегодня день начала войны, но я хочу поздравить с тем, что вот эта война позволила нам создать новое государство. Понимаете? Несмотря на гибель людей, мы потеряли близких, родных, братьев, сестер, но эта война нам принесла победу. Эта война нам дала возможность развиваться. Нету смысла существования государства, если это государство не дает народу возможность самореализоваться как народ. Смысл создания государства – это самореализация этого народа, коренного народа, который здесь живет. У нас нет другой родины. У нас одна родина, только Абхазия. И наши ветераны сегодня должны быть агитаторами. Они должны объяснять все, что я рассказал, эти вещи, чтобы они могли внушать нашим детям, нашим внукам, что только вера в себя даст возможность самореализоваться и создать то государство, о котором думали наши братья, которые отдали жизнь за это государство. Огромное спасибо, Адгур Рафетович, что нашли время ответить на наш вопрос.